Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за вашу поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты и за то, что выбираете быть со мной. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какая судьбоносная встреча у вас уже на пороге? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, с кем вам по судьбе встретиться. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь не одна встреча, и люди разные повыходили. Но опять же, эта отсыпка общая. У кого-то прям все проиграется, у кого-то один либо другой фрагмент. Вот здесь у меня новая встреча с новым человеком встреча. Человек очень симпатичный, роста высокого. И так по жизни вот он высокий, относительно вас очень высокий человек. И даже если вы девушка там 1,90 м, то мужчина прям высокий для вас будет. Вы такая скажете: ничего себе, да? Это же где ты рос, такой высокий вырос. Мужчина высокий идет, плечи красивые, развитый такой, знаете, физически развитый мужчина. От него пахнуть будет как-то обалденно, вот прям аромат такой идет, какой-то парфюм изысканный. Вот таких запахов вы еще не встречали. Прям либо ему очень подходит этот запах, да, вот химия с его кожей, прям такой неповторимый, незабываемый шлейф. Вот вижу, запах очень понравится. Вот прям отметите, скажете: какой. И пахнет вкусно, да, и такой красавчик. У мужчины будут темные глаза, темноглазик такой, знаете, вот карие, темные, прям такие густой темный цвет, чуть ли не черные. Волосы то ли с сединой, с проседью, то ли, может быть, даже подкрашивает. Мелирование это делает. Ну, что-то у него вот там есть в волосах такое вот необычное. Либо седина просить, либо подкрашивает волосы. Мужчина как-то связан с культурой, спорт, культура. Может быть, артист даже какой-то, вот не самодеятельность, такого же нет. Ну вот что-то есть такое, талант какой-то у него есть, вот он с этим связан. Да, возможно, он в какой-нибудь музыкальной группе играет, может быть, он актер, может быть, он спортсмен, да, но опять же рост очень высокий, почему бы нет, да, у кого-то и спортсмен отыграется. Мужчина. У него девушка есть, либо какая-то женщина на него претендует. Вот. У них, ну, типа якобы отношения, но отношения какие-то односторонние. Эта девушка к нему тянется, а он такой, знаете, типа принимает, ну, неохотно принимает. То есть она как ему навязывается, получается, да, вот как-то так идет. Мужчина, у которого в жизни любви нет. А любви очень хочется, знаете, вот желание влюбиться. Вот он смотрит на своих влюбленных там друзей, допустим, такой думает: блин, и я хочу влюбиться. Я не хочу просто так с кем-то быть, я хочу влюбиться. Вот у меня такое впечатление, что он прям загадывал на любовь. Может быть, он на Новый год загадал желание, чтобы вот прям влюбиться. Вот. И как раз ему небеса отвечают тем, что с вами встречу тут организовали, спланировали. Но вы на этого мужчину сразу обратите внимание, даже вот как-то в толпе обратите внимание, либо издалека его увидите. Но такого сложно не заметить. И у вас такие еще мысли: о, красавчик, да? А он такой идет, к вам подходит, к вам, что-то у вас спрашивать будет. И смотрите, вижу, что вокруг вас люди, вот как муравейник какой-то, да, вот прям плотность людей, она зашкаливает, много людей туда-сюда снуют. А он прям в толпе именно к вам подойдет и у вас что-то спросит. То есть, знаете, как выбрал именно вас. Вижу, что вы прям разговоритесь, там имя туда-сюда, вот как-то быстро познакомитесь. Он что-то спрашивать будет именно
то ли по местному, может, он не местный вообще, либо впервые в этом месте оказался. Какие-то такие вопросы. А вы, возможно, не отвечаете незнакомцам, а вот именно ему вам захочется и ответить, и помочь. Ну, потому что он красавец, потому что от него вкусно, приятно пахнет, потому что он отличается от всех тех, кто рядом находится. Прям очень симпатичный, хорошенький. Смотрите, я вижу, что с этим мужчиной вы за руки держитесь. Вот вы как бы познакомитесь случайно, потом прям не захочется расставаться. Хотя расставаться нужно. Да, ему по своим делам, вам по своим делам. Но тем не менее, да, прям за руки держитесь. Вот именно тот случай, когда вы даете свой телефон, именно тот случай, когда вы даете свои социальные сети, и вам не хочется этого скрывать, вам наоборот хочется, чтобы человек, ну, как можно скорее там, вам написал, либо звоночек от этого человека получить. Такой вот момент показан. Тут взаимное притяжение, взаимоманкость какая-то происходит, какая-то, опять же, химия между вами идет. Но вы смотритесь вместе как-то необычно. Вот он идет очень высокий, а вы прям такая маленькая, миниатюрная, хрупенькая. Еще показано, что этот мужчина, он прям с первого взгляда вот такой, типа, эту женщину я буду носить на руках. Прям такое желание, стремление носить вас на руках. Может быть, вы ему очень беззащитной покажетесь. Может быть, опять же, влюбленное сердце так и скажет, что надо ее беречь, надо ее на руках носить. Какие-то такие у него мысли идут. Но вы для него прям самая красивая. Таких красивых, как вы, он никогда не видел. И еще здесь показано, что ни к одной другой женщине так сильно не тянуло. То есть он практически вас не знает, да? Он вас не знает, вы только познакомились, а его прям тянет. Даже не зная вашего имени, просто увидев вас, он будет идти к вам, чтобы у вас что-то спросить, не у кого-то другого, а именно вот с вами захочется поговорить. Так мне показали. Хороший мужчина, хороший. И вы сами это поймете, вы сами это почувствуете. Возможно, вы тоже загадывали на любовь. Возможно, вы загадывали, что вот хочу действительно хорошего, достойного, не абы какого, а вот прям, чтобы картинка, красавчик был, да, чтобы не стыдно было в люди выйти, чтобы самой приятно было. Вот как-то так мне идет. Как судьба и Вселенная откликаются на ваши желания. То есть мужчина хотел любить и вас посылают, и вы хотели красавчика найти, и вам его посылают. Не могу понять, что за место. Там людей очень много будет. Вот как прям какой-то муравейник, либо пчелиный улей. Прям очень много людей. И звук какой-то неприятный идет. То ли гомон, да, вот люди друг с другом разговаривают, кто-то что-то делает. Вот как бы много смешения звуков идет. Место крайне какое-то сложное, неприятное, сложно переносимое, но именно там вы и встретитесь. Дальше. Здесь показывают еще встречу, но встречу уже со знакомым человеком. Это кто-то из вашего, я так понимаю, прошлого, кто-то ваш знакомый, кого вы давно не видели. Может быть, даже чей-то бывший человек, который вас даже немножко напугает своим появлением. Как вы увидитесь, так вот, знаете, и память вспыхнет. Вспыхнут самые вот тяжелые моменты, которые вы пережили с этим человеком. А он такой, знаете, на позитиве будет, там, руки к вам протягивая, там, обниматься хочет, целоваться хочет. И вы такая, типа, убери руки, что ты лезешь ко мне. Даже отбиваться как-то от него будете. Человек из вашего прошлого. Вам неприятно. Вот кого-кого, а этого вы точно не хотели встретить или увидеть. Либо вы, когда с ним разошлись, вы прям выдохнули и сказали, слава Богу, да, спасибо, Боженька, что он от меня отстал. Как такой человек мне идет. Вам будет неприятно, но тому мужчине встреча с вами будет очень приятна. Он очень, кстати, изменился, даже выглядит как-то по-другому. Возможно, вы его даже сразу и не узнаете, как-то так будете присматриваться, смутно в памяти будет что-то всплывать, потом такая скажете, о Боже, но только не ты, да, кто угодно, но только не ты. А я вам так скажу, он вас явно искал, он вас явно выглядывал. И еще здесь показано, что этот мужчина очень многое о вас знает. Он вам что-то будет предлагать, может быть, даже какую-то помощь, участие будет предлагать. Вас, кстати, это тоже неприятно удивит, что он очень много знает о том, что происходит в вашей жизни. И вы такая прям задумаетесь, да, кто мог ему сообщать, да, откуда он эту информацию получал. Многое знает, будет прям предлагать, настойчиво предлагать.
скажет, что у меня типа есть, я могу тебе помочь по старой памяти, да, во имя прошлых отношений, типа я для тебя сделаю. А вы прям не хотите принимать помощь, вы его не хотите, тем более помощи от него не хотите. Вообще, на самом деле, вас здесь, вот видите, розы показали прекрасные. Вы то ли в такую пору своей жизни вступили, но то ли вы действительно вот прям расцветаете, да, вот роза расцветает. А много мужчин к вам будут подходить на самом деле. И многие мужчины прям серьезное внимание будут вам оказывать. Не просто симпатию, там, гляделки, флирт, а именно вот настойчивое внимание с целью вас добиться. Ну, буквально, да, сегодня, завтра это уже начнет происходить. Вы даже в какой-то момент будете шокированы, да, почему они все ко мне лезут, что им всем от меня нужно. Даже те, с кем вы в дружеских отношениях были, мужчины, там, парни, они тоже себя как-то странненько начнут вести. Девушки, вы становитесь все прекраснее и прекраснее. Это пора быть максимально привлекательной. Здесь показано, что у вас какой-то повышенный уровень сексуальной энергии идет. Мужики это улавливают, мужики от этого с ума сходят. Ну, понятно, вот розой вас показали. Так, еще показывают какую-то женщину. Женщина, с кем вам тоже предстоит как познакомиться, что ли, да, вы еще ее не знаете. Но женщина, которая сможет вас не просто удивить, но шокировать. Что-то эта женщина то ли умеет, то ли знает, то, о чем вы даже не догадывались. Разговор с этой женщиной будет максимально и полезный, и информативный, и даже очень позитивный. Женщина вас чему-то научит, либо какой-то мудростью поделится, а может быть даже ответит на ваши вопросы. Смотрите, благодаря тому, что вы с этой женщиной поговорите, вам подкова над головой, вам любовь, жизнь и четверка на восстановление отношений, мир, налаживание отношений, найти своего партнера. Вот как-то так идет мне. Кто эта женщина, не могу сказать. Но мне кажется, что это ведущая женщина. Женщина, которая поможет вам разобраться с тем, что на вас свалилось. С тем, с чем вы сами разобраться не можете. У вас такая встреча идет, да? Во благо, в помощь. Хотя вы уже не надеетесь и не ждете, но вот встречу вам такую дадут. Дальше. А вот здесь показана встреча с тем, кто пропал из вашей жизни. Ну вот как был человек, а потом раз и всплыл. Там, заблокировать мог, он там, не отвечает, не пишет. Вот как-то пропал в один момент, без объяснения. Да, просто исчез. Встреча, но она не совсем встреча. То есть вы визуально этого человека будете наблюдать, а он вас не будет видеть. Вы увидите этого человека в окружении, не знаю, жены, детей, кучи родственников, что он будет идти такой несчастный, изнеможденный, и вот как дети на нем висят, вот так мне идет. И женщина с ним какая-то, вот прямо она ругается очень сильно громко, так на всю улицу, так что прям все слышали. И он такой несчастный идет, голову даже вверх не поднимает. Вот как-то со стороны вы наблюдаете. Вы поймете, куда он исчез, вы поймете, почему он исчез. И вам даже его жаль станет. Вы даже обижаться не будете. Да? Скорее всего, обманывал, говорил, что он не женат, говорил, что он свободен. А тут вы своими глазами увидите там кучу детей и еще такую ужасную сварливую жену, которая его там отчитывает и взад и поперек. И вам даже как-то немножко жаль станет. Но зато вы получите ответ на свой вопрос и не будете думать, что вы что-то не так сделали. Да, вот прям облегчение идет. Скажете, о, какой несчастный, да? Даже нет сил злиться. Надо пожалеть. Несчастный мужчина. Изнеможденной жизнью, такой, знаете, вот прям синяками под глазами, там лицо такое буро-серое. Вот. И куча детей. Ну, либо не куча, но дети такие вот прям балованные, шумные. И жена такая же, да, идет, кричит на него. Понимаю, что вам ответ откроется, да, куда пропал, чтобы вы дурного не думали. Еще в венце у вас показана встреча, ну какая-то деловая встреча. Встреча, на которой вам дадут обещание, которое будет исполнено. Может быть, вы обратитесь к кому-то за услугами, либо это будет, допустим, перспективный работодатель. Вот с кем-то вы будете говорить. Вижу, что вы очень хорошее впечатление произведете на этих людей, с кем вы будете общаться. Там не один человек. И вижу, что вам что-то пообещают, что точно будет исполнено. Допустим, пообещают хорошее место, да, и с вами подпишут контракт. А вам могут пообещать там какие-то лайтовые условия,
какие-то особые услуги, там, особый пакет услуг, все это будет сделано, все это будет исполнено. Просто удачная, да, удачная встреча, очень положительная и именно делового характера. И прям от этой встречи очень многое в вашей жизни будет меняться. Меняться именно в лучшую сторону. Да, вы и сами поймете. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.